Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Вот уже на днях будет примерно год, как весь мир живет в режиме пандемии, и наша республика в том числе. Мы все уже привыкли к маскам, к дезинфекции рук, но отвыкли от масштабных мероприятий. Многие акции, соревнования, концерты отменяли или переносили. Первое крупное мероприятие, да еще и с большим количеством знаменитых гостей, во всей России пройдет в Якутске. Фестиваль «Муссу-Стар» состоится 26-27 марта. И подробнее нам о нем расскажет его организатор, старший вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, ну вот вы приехали в республику, в том числе как организатор фестиваля «Муссу-Стар». Это первое такое масштабное мероприятие вообще во всей стране, если я не ошибаюсь, да? Оффлайн мероприятие. Да, все верно. Вот. И почему вы решили его провести в Якутии? Ну, сказать по правде, инициатива исходила здесь не от синергии. Команда главы региона и Министерства по молодежной политике в том числе давно ожидали возможности сделать что-то для молодежи в Якутске. Это важно. Республика, как вы уже сказали, как и вся Россия и весь мир замерли в онлайне, устали от онлайна. И с наступлением весны стало уже, мы уже зимой начали обсуждать проект, что необходимо провести какое-то событие, которое сможет и подтолкнуть в развитии, и в интересах молодежи, и создать конкретный проект в Якутске, который можно транслировать на всю Россию, который покажет те возможности и те таланты, которые есть в Якутии, и разморозит, наверное, назовем это так, наконец-то сезон оффлайн мероприятий в России в целом и прежде всего в самой республике. Поэтому инициатива не наша, но мы поддержали саму идею, разработали концепцию. Буквально в новогодние праздники, да, подготовили варианты треков. И, собственно говоря, начали плотно работать в качестве партнера региона. Мы соглашение подписали как раз накануне Нового года. И молодежная политика и развитие молодежных проектов в том числе входит в наши совместные проекты с республикой. Поэтому идею мы начали развивать еще в прошлом году, а провести в марте — это, конечно, был такой рискованный шаг, который... нужно было собраться с духом всей команде и региона, и нам, чтобы мы могли обеспечить безопасное проведение массового мероприятия. И чуть позднее я об этом расскажу. Думаю, нам наконец-то это удалось придумать, как это сделать безопасно. И мы надеемся, что с этого как раз и начнется череда этих безопасных мероприятий, которые, тем не менее, абсолютно полноценные, интересны и могут охватывать дополнительную аудиторию в онлайне, но при этом не как в телеверсии, да, а конкретно онлайн-участники, которых могут выводить на экран, которые участвуют в вопросах и набирают бонусы и так далее. То есть это огромное мероприятие, которое охватит не только Якутию, но которое, конечно, принадлежит как бренд, как событие именно республике. Так что надеемся, что это как раз начало какого-то очень крупного международного проекта, и который, конечно, каждый год мы будем развивать. То есть зрители со всей России смогут подключаться и смотреть. Все верно. В рамках фестиваля «Муссу-Стар» в Якутск приедут музыкант Ливан Горозий, актер Данила Козловский, фигуристка Арина Загипова, шоумен Михаил Галустян, танцор Антон Пануфтик. Вот неужели зрители смогут бесплатно посетить все мастер-классы и выступления? Безусловно. Ну, собственно, об этом и речь, что республика обеспечивает равный доступ всем участникам ко всем мероприятиям и событиям. Сначала мы вообще хотели делать события на 10 тысяч человек, но это, конечно, был слишком амбициозный размах для начала выхода из режима онлайн. Поэтому на стадионе, конечно, мы договорились, что будет присутствовать не более 2000 человек в финале. Но, тем не менее, мы проводим еще по каждому треку, а у нас их 10 в рамках фестиваля, мы будем проводить мастер-классы. Сама идея родилась от того, что мы хотели, чтобы молодежь либо занялась чем-то, но она должна тогда определиться, чего бы они хотели, что они хотят делать, что им интересно. Для этого надо видеть лучших, чтобы понимать, что, блин, я хочу так же. И с другой стороны, они стремились улучшить свои результаты и понимали, что их увидят, их оценят, им помогут. Поэтому все наши звезды прежде всего летят не выступить со сцены,
они будут проводить занятия, объяснять, как они добились того, чего они добились, рассказывать свой личный опыт и оценивать работы ребят в Якутии. Поэтому у нас уже открыта регистрация на треки на сайте musustar.ru, и можно подать заявку на участие в мастер-классе, но только когда уже зарегистрировался, сформировал заявку и на самом деле принял участие в подготовительном этапе, тогда можно попасть на стадион в финал. И это важно, нельзя просто так зайти туда с улицы, нужно приложить творческие усилия. Но удачи никто не отменял, поэтому на самом деле на сайте каждый день 20 регистраций на офлайн появляется, и кто первый успевает зарегистрироваться в течение дня, они тоже могут попасть на стадион, чтобы понять, чем бы они сами хотели заняться. Ну вот как раз мой следующий вопрос про треки. На Musustar будет 10 треков направлений. Это молодой бизнес, кинематограф и искусство, музыка Якутии, мультипликация и анимация, танцевальный квартал, диджитал и IT, спорт, киберспорт, Якутия Travel и журналистика и блогеры. Да, достаточно много треков. Очень много треков, да. Как вы их выбирали и что вам кажется наиболее интересным? Вы знаете, мы даже толком их еще не выбирали. Мы просто определили основные направления, в которых обычно задействовано больше всего молодежи в том числе. И даже вот сегодня во время пресс-конференции у нас уже поступили предложения, что можно включить, допустим, в программу следующего года. И в нашем инстаграме мы договорились, что все предложения, идеи ребята пишут нам в директ, и они будут участвовать в формировании программы фестиваля следующего года. И тогда мы точно уже будем знать, сколько треков нам нужно. Но сейчас мы решили, что это базовые треки. Прежде всего, фестиваль планировался для креативной молодежи, и поэтому мы включали все творческие треки. Но, допустим, тот же спорт, очень сложно отрицать, что художественная гимнастика или фигурное катание, да, не относится к чему-то абсолютно творческому и художественному. Поэтому у нас, конечно, появился блок и спорта, и журналистики, это тоже творчество. И в целом, наверное, нет такой индустрии или отрасли, где никак не проявляет себя творческий потенциал. Поэтому я думаю, что с годами будем расти в количестве треков. Но на сегодня определили пока эти 10, которые можно охватить, и в которых сейчас уже очень заинтересованно участвует молодежь. Допустим, в треке «Музыка» у нас очень много активностей, сложно сейчас будет рассказать вообще весь объем, но в треке «Музыка» сейчас уже идет конкурс «Solo Star», и сегодня они заканчивают принимать заявки, это вокальный конкурс. Я знаю, что он также будет еще транслироваться на телевидении накануне фестиваля, а лучшие ребята, кто отличится, получат награду от Ливана Горозии прямо на сцене. Я думаю, что это тоже, помимо тех призов, которые придумали сами организаторы министерства, я думаю, что это тоже хороший бонус в финале увидеть своего кумира на сцене и сказать, что давай что-нибудь сделаем вместе. Тоже такую идею можно предложить. Помимо этого мы решили сами именно синергией провести еще дополнительно по современным трекам музыкальные запросы и объявили сегодня конкурс на сайте Musustar на отбор коллективов, которые читают рэп. И здесь Ливан Горозия будет принимать участие в отборе лучших треков. Так что он пожмет руку лучшим рэперам, и мы ждем заявок с треками, которые запишут ребята. И плюс диджеев мы также собираемся отбирать, поскольку у нас большое событие, мероприятие, они нужны нам на площадке. Лучшие будут играть в «Триумфе», и один из них даже будет вместе с нашим режиссером ставить трек для Лины Загитовой во время ее финального шоу на фестивале. То есть так сразу? Да, то есть мы на самом деле мы знаем, что эти таланты здесь есть. Вот никто в этом абсолютно не сомневается. Вопрос в том, что вопрос мотивации, наверное, да, для чего я это делаю? Ну, сижу, ну, пишу я свою музыку, ну, не факт, что я, как Ливан, смогу прорваться, оказаться в Москве, да, но он сам к тебе приедет. И в следующем году приедет еще кто-то. Ты пиши музыку, ты ее показывай, и, возможно, ты завтра с ними будешь выступать на сцене, и потом станешь звездой. Это как раз та возможность, которую мы даем этим фестивалям. Ну вот, кстати, про сцену. Основное офлайн мероприятие пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф», и его максимальная вместимость для фестиваля, видимо, с учетом
ограничений 2000 человек. К сожалению, пока да, но это тоже неплохо. А на каких еще площадках будет проходить фестиваль? Мы планируем проводить мастер-классы, допустим, по кинематографу. Данила Козловский проведет его в кинотеатре. Все подробные площадки у нас уже указаны на сайте, где эти треки будут проходить. Также будет задействована площадка IT-парка. Они тоже наши партнеры и очень помогают готовить программу. Ну, собственно, даже сложно сказать, что помогают. В ней участвует вся Якутия сейчас. Фактически все организации, все школы, все команды, университеты, студенты, все сейчас задействованы. Так что по спискам это IT-парк, что-то у нас пройдет в здании Федерального университета, какие-то мероприятия в кинотеатре. И еще даже, по-моему, в музее будет одно из событий, там будет проходить выставка. На самом деле программа очень насыщенная, и даже сложно сказать. Финал, конечно, у нас 27-го, но мастер-класс Данилы будет проходить 26-го вечером. И еще существует целая плеяда событий, на которых как раз сейчас подают заявки ребята, на которых тоже нужно проявлять активную позицию, выигрывать, потому что финалисты будут присутствовать 27-го в финале. То есть это такой маршрут к триумфу, назовем это так. Но вот чтобы попасть все-таки 27-го в триумф, наверняка же мест меньше, чем будет желающих, тем более мероприятие бесплатное. Да. Вот как... Ну, давайте для примера. Да. Да? Проще объяснять на примере. Я захожу на сайт, и я вижу там 10 треков. Я, допустим, интересуюсь рисованием. Я хочу на анимацию. Я захожу в трек «Анимация» на этом сайте, он так и назван на сайте. В нем есть все мероприятия, которые посвящены дизайну, художественному искусству и анимации. Я захожу на любое из мероприятий, которое там перечислено, и подаю заявку на участие. Заявку, соответственно, рассматривают организаторы и уже приглашают на мероприятия, которые проводятся до фестиваля. Либо приглашают их на мастер-класс, который тоже будет проходить 27-го. Ну, то есть некоторые площадки будут проходить параллельно. если меня вот не интересуют никакие треки, а я хочу послушать просто бесплатно Левана Горозию? Тогда можно испытать удачу и заходить каждый день на сайт, где появляется 20 офлайн регистраций каждый день, и пытаться попасть туда. Но в целом офлайн, конечно, прекрасен, но мы для того и подготовили серьезную онлайн-базу и пригласили Антона Камолова вести только онлайн-трансляцию, чтобы те, кто все-таки не попадет в триумф, такие люди тоже будут, и не все живут в Якутске и могут приехать в город, да, для этого события. Поэтому онлайн-участие, оно тоже подразумевает именно участие. Это не телевизор, нужно смотреть, слушать. У нас через неделю будет запущено мобильное приложение, в котором после регистрации участники будут, соответственно, вводить свои какие-то предложения, голосования, выполнять задания онлайн нашей команды и набирать себе бонусов. Они могут выйти в прямой эфир с ведущим, если они что-то отгадали или выиграли приз. У нас достаточно серьезный призовой фонд для таких участников, и мы ожидаем очень активной позиции в голосовании, в выполнении задач. И да, мы будем выводить их в онлайн на сцену, чтобы пообщаться с тем же Галустяном, который будет вести фестиваль, допустим, со сцены. Поэтому... Это на сайте фестиваля все это будет, да? Где смотреть-то? Ссылка на трансляцию будет на сайте фестиваля, можно будет перейти, можно будет смотреть сразу с платформы Synergy Online, можно смотреть через приложение, и, насколько я знаю, телеканал тоже планирует трансляцию события. То есть, в целом, если у тебя есть приложение, ты вполне можешь смотреть онлайн-версию и выполнять задания в приложении. Мы, как генеральный информационный партнер, Да. конечно, будем все транслировать, но получается, что онлайн-участие предполагает еще и интерактив некий, Да. а не просто Конечно, там посмотреть по будут телевизору. чаты, вопросы ведущему, и если кто-то из счастливчиков выполнит здорово задание или прорвется первым, то его выведут в эфир вместе с ведущим, и он поделится какими-то своими эмоциями от праздника или просто пообщается с ведущим в прямом эфире. Анонсировано, что еще 8 городов республики в рамках фестиваля свяжутся с Якутском.
Да, все верно. Сейчас боюсь соврать со списком, потому что мы уже несколько раз его корректировали. Все-таки все очень зависит от связи. Но, тем не менее, они точно примут участие в марафоне танцевальном, и сейчас они уже выполняют задания наших постановщиков, режиссеров. Так что мы ожидаем, что все эти города объединит как раз танцевальный марафон, и мы увидим постановку красивую художественную в трансляции. И более того, мы будем их включать прямо в нашу программу, в «Триумф», на большие экраны, молодежь, которая соберется на площадках в этих городах, и тоже будем передавать им привет и общаться с ними. А что там будет происходить внутри городов? Ну вот сейчас эти города придумывают свои форматы, какие события они могут организовать. Возможно, это какие-то такие 2-3-часовые праздники для городов тоже в рамках этого фестиваля. Но свои программы они еще готовят. Я думаю, мы сможем позднее поделиться этим. Среди треков фестиваля есть IT и кино. В последние годы это наши фишки, да, Якутии. Безусловно, да. Вот, а они сейчас настолько популярны, что вот у нас сейчас, например, Ксения Собчак находится в республике, снимает свой Да, я знаю, фильм. как раз с ней летели вместе. А, летели вместе? Да. Вот, а вы смотрели якутские фильмы какие-нибудь? Честно, я только вот планирую это делать. Я давно слышала о феномене, знаю о наградах, которые получали режиссеры и команды, которые здесь работают в кинематографе. Я видела документальные съемки, очень крутые на самом деле. Но к художественному кинематографу надо просто еще найти время. У меня, к сожалению, с длинным метром пока не складываются отношения. Даже это не важно, Голливуд это или еще что-то, но я думаю, что я скорректирую график обязательно, потому что обещала в том числе и Даниле Козловскому, что мы все-таки отсмотрим и выберем лучшие работы молодых режиссеров. Так что, может быть, я сейчас увижу не самые великие работы, но я увижу точно самые талантливые работы. Это вот раньше всех остальных. А что входит в корпорацию «Синергия»? Вот мы знаем только об университете, как и все, вот, а что там есть еще и какие вопросы вы курируете как старший вице-президент? Корпорация «Синергия» имеет большую корпоративную структуру. Конечно, одна из основных линий – это образование. Но мы с вами тоже понимаем, что образование – это не только университет. Конечно, у нас у нас крупнейший частный университет в составе нашей корпорации. И на сегодняшний день у нас учатся в онлайн и офлайн формате где-то 135 тысяч студентов. А много ли якутян из денег? Есть, якутяне тоже есть. Я не выводила отдельную цифру, но они учатся и очень успешно. И помимо университета у нас есть отдельная лицензированная по всем международным стандартам школа бизнеса. Мы преподаем MBA. И, кстати говоря, 3 портфеля MBA будут подарком для победителей фестиваля? Да, победителей трека «Мой бизнес». Поэтому мы надеемся, что ребята проявят максимальную активность и уже где-то с лета начнут заниматься на программе MBA. Вот. Помимо этого у нас есть свои диджитал-компании, они занимаются IT-разработками, поскольку мы крупнейшее образовательное учреждение частное, да, в России, то у нас, понятно, есть очень много образовательных платформ, которые мы делаем сами. Одно из наших, наверное, самых больших достижений – это Synergy онлайн-платформа, где будет транслироваться форум. Мы на этой платформе за время карантина провели, наверное, точно около 100 крупных масштабных всероссийских мероприятий, включая и Всероссийский туристический форум, да, и форум по самозанятым, и экономический. В общем, чего мы только там не успели сделать. Эти разработки очень своевременные оказались. Но и сейчас комбинировать формат офлайна и онлайна очень удобно. Все-таки большой охват, он тоже полезен. Помимо этого у нас, конечно, в составе есть различные колледжи, есть компании по организации событий и мероприятий. У нас есть кампус в Дубаях, есть компания в Штатах, у нас есть зарубежные проекты. Поэтому сложно сказать, что мы какой-то университет, как многие считают, абсолютно нет. Я лично, допустим, курирую инвестиционную политику, вы сами понимаете, да, наши российские образовательные учреждения никуда никогда не инвестируют. У нас инвестирует группа, и вот, допустим, буквально несколько часов назад мы вернулись с поездки, мы инвестируем в строительство сейчас
с коллегами из «Полярной звезды» сейчас заходим в проект и инвестируем в строительство детского лагеря. Мы инвестируем в образовательную инфраструктуру и в образовательные учреждения. Ну и в целом мы достаточно редкий инвестор, не говорю, что мы там очень масштабный инвестор, но в сфере, которая исторически субсидируется в России, да, умудряться инвестировать и развивать как бизнес-образование, это достаточно серьезный челлендж, но он очень здорово развивает. Поэтому, конечно, наша команда сейчас активно работает с государственными командами и в федеральных министерствах, и с регионами, и реализует важные, интересные проекты, в том числе и в образовании, и в цифровых технологиях, и в развитии малого и среднего бизнеса, да, нацпроект. И, в общем, где мы только не участвуем. Достаточно многопрофильные вопросы. Я, прежде всего, конечно, курирую государственный сектор и все вопросы, связанные с государственными проектами, с национальными проектами. Мы разрабатываем свои собственные идеи, как можно реализовывать и достигать необходимых KPI, сохраняя при этом эффект. Потому что иногда, погнавшись за цифрой, невозможно закрепить нормальный результат, потому что отчетность подразумевает цифру. Вот мы сейчас работаем как раз над тем, чтобы у нас от реализации наших проектов фиксировался хороший, красивый, стабильный результат. И этого мы добиваемся и в образовательных проектах, и в цифре, и в бизнесе, и даже вот в молодежной политике сейчас стараемся. Ну и также стратегическое развитие, стратегические проекты, но они могут касаться любых отраслей. Любая хорошая идея — это ко мне. Понятно. То есть получается, что вот даже этот фестиваль, но самая большая критика, она сейчас связана с чем? Что вот приехали москвичи на наши деньги, сейчас, значит, мы вот это вот все устроит, республика на все потратится, а получается, что Синергия тут как партнер, и часть расходов тоже вы несете, да? Мы несем определенную часть расходов. Бюджет здесь участвует только на 30%. Все остальное — это партнеры, и мы также ищем спонсоров дополнительных, чтобы профинансировать дополнительные треки. То есть нет, мы не сидим здесь на каком-то контракте, абсолютно нет, и даже если бы мы на нем могли что-то заработать, мы уже инвестировали, да, в развитие намного больше, чем могли бы заработать от контрактов. Поэтому и более того, все-таки мы договорились совместно с коллегами с Росмолом о привлечении грантовой поддержки, и сумма, которую мы надеемся привлечь через гранты для молодежи, она значительно превышает сумму, которую регион потратит на этот форум. Вы также проводите серию онлайн-офлайн форумов про ДФО в регионах Дальнего Да, Востока, и пилотное мероприятие проекта пройдет в Якутии буквально 16 марта, будет посвящено экономике и бизнесу. Получается, уже второй раз Синергия дает предпочтение нашей республике. Здесь это совместный проект про ДФО, это все-таки про Дальний Восток. И здесь мы активно сотрудничаем с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, с аппаратом полпреда по Дальнему Востоку. И да, мы сейчас с ними как раз вот запускаем серию таких мероприятий, которые мы хотели бы показать потенциал Дальнего Востока в целом. И первое мероприятие этой череды, да, оно как раз и произойдет в Якутии. И здесь есть чем похвастаться на самом деле. Да? Есть очевидные преимущества региона, это, безусловно, цифровой регион, и команда республики добилась просто потрясающих результатов в цифровизации, в работе с инвесторами, в развитии экономики. Ну, собственно, на сегодня это единственный регион, у которого растет население на Дальнем Востоке, да, и есть чем похвастаться, есть что обсудить, поэтому, конечно, мы с удовольствием начинаем с Якутии, тем более, что мы уже знакомы с командой, и нам намного проще сотрудничать на федеральном уровне, когда мы уже больше знаем про саму республику, нам проще общаться, и у нас даже если вы вспомните, вот был в конце года Дальневосточный форум, да, в онлайне, его перевели как Дни Дальнего Востока в Москве, если помните, каждый год проходили, его перевели в онлайн, и мы его проводили совместно с командой полпредства, и больше всего спикеров было из Якутии.
Все наши форматы, которые проходили, панельные дискуссии в рамках форума, у нас в каждой участвовало по 2 представителя, как минимум, от республики, и с очень выразительными и содержательными выступлениями. Поэтому, конечно, зачем было долго выбирать, откуда начинать? Мы начали там, где абсолютно все понятно и очевидно. А с какими еще дальневосточными регионами вы работаете? Ну, мы сейчас активно развиваем отношения тоже с Приморьем. Мы подписывали соглашение с ними в августе. Но тут свои коррективы всегда вносит корона, да, и, конечно, Приморье ушло на карантин, и только сейчас начинает из него выходить. И одновременно одинаковые проекты мы не разрабатываем для всех регионов. То есть они у нас все-таки такие адаптированные и придуманные конкретно с командой в регионе. У нас нет того, что мы делаем в одном субъекте и повторяем в другом. Потому что даже интересы этих регионов, они не совпадают. Ресурс не совпадает. Якутия — это IT-регион. Мы здесь хотим создавать колледж цифровых технологий, потому что здесь самый большой рынок потребления именно специалистов, назовем это так. Да, и здесь есть куда идти работать в IT-компанию. Поэтому здесь IT-образование, оно безумно актуально, я бы так сказала. Я знаю, что даже уже школьников готовы брать предприятия, да, IT-предприятия, потому что им некогда ждать, когда все получат образование, и поэтому колледж цифровых технологий, который все-таки позволяет получить его за 2-3 года, да, это значительно меньше. При этом это дипломированные специалисты, был тоже идеей с хорошим решением для подготовки, более оперативной подготовки кадров для цифровой экономики региона. Поэтому из такого вот сотрудничества пока это Приморье. Мы рассчитываем также поработать с Сахалином. Хабаровский край, я знаю, что тоже нас ждет в гости. Но в любом случае это всегда разные проекты. Ну вот по Якутии, получается, сейчас вот этот фестиваль, который готовится. Вы упомянули про инвестирование в детский лагерь «Полярная звезда», который должен стать нашим Сириусом когда-то. А он будет обязательно, мы все усилия к этому приложим. И колледж цифровых технологий. Да, еще мы планируем, поскольку мы открыли совместный проект «Союз мультфильмом», и мы открыли факультет по подготовке аниматоров федеральный, где преподают сотрудники «Союз мультфильма», то есть мы фактически готовим кадры для мультипликации России. И, конечно, Якутия, да, помимо вот феномена кинематографа, да, с точки зрения художественных талантов, да, и способностей в анимации, она, ну, это огромный потенциал для любой компании, которая занимается анимацией. И поэтому мы решили на базе квартала труда открыть образовательный центр для анимации на базе нашего факультета, соответственно, и готовить уже профессиональных аниматоров с международной лицензией, которые смогут работать в целом на заказ любой страны, потому что наша программа подразумевает использование, да, международных лицензий, и у ребят будет международный сертификат для работы в любой стране мира. То есть это в Якутске будет? Это будет в Якутске. Готовить будем здесь, и им не надо уезжать. Да? Здесь всегда, на Дальнем Востоке, всегда все хотят вложиться в образование, дать больше перспектив, но молодежь потом уезжает. Все-таки, и мы понимаем, все хотят развиваться, все молодые хотят все попробовать, и здесь все-таки, я считаю, важный акцент, аниматор, он работает удаленно. Команда аниматоров работает удаленно. И если здесь мы делаем такой центр, они спокойно будут производить мультфильмы у себя дома. Им не надо уезжать. При этом они будут работать с международными экспертами, с иностранными компаниями, они будут работать с Союз мультфильмом, но они все будут производить здесь. Поэтому фактически, как мы говорим, налоги остаются в республике. При этом молодежь никуда не уезжает, потому что, чтобы получить работу или заказ мечты, им достаточно оставаться здесь и просто работать вот в этой сети анимационной, которую мы планируем очень скоро здесь запустить. Поэтому один из треков и по анимации, да? Да, поэтому один из треков по анимации, и это как раз в преддверии открытия нашего факультета здесь. И для этого летит как раз и глава Союз мультфильма сюда с целой командой аниматоров, чтобы провести мастер-классы, чтобы
позаниматься с ребятами и уже анонсировать, может, мы уже даже первых учеников себе отберем на этих мастер-классах. То есть это фестиваль, это не просто там разовое мероприятие, а получается такая Ни в коем случае. начало большого пути, да? Во-первых, мы хотим его проводить ежегодно, и тогда ребята будут понимать, что да, я сегодня не катаюсь на коньках, но я так хочу с Загитовой покататься, да, я пойду в школу по фигурному катанию, я буду весь год заниматься, и я буду понимать, зачем я это делаю. И не только, чтобы Загитовой покататься, да, но чтобы показать потом всем и в онлайн-трансляции, и по телевидению, и мной будут гордиться, да, то есть это уже стремление, а опять-таки нашу уже запись смотрит вся Россия. И разглядеть талант на экране тоже очень несложно. Поэтому в целом у них появляется возможность продемонстрировать свой талант, потому что он-то у них есть. Ну, то есть это дополнительный социальный лифт, некая возможность для старта. Да. Ну и мотивация для развития дальнейшего, да, потому что, хорошо, я рисую хорошо, ну и все. Пойду учиться на юриста, потому что вот это понятно, где я буду работать. Нет. Если ты хорошо рисуешь, иди в художественную школу, а дальше иди работай аниматором, и ты развивай тот навык, на который тебе Бог дал талант. И тогда ты будешь гениален, чем ты будешь унылым юристом в какой-то компании, а у тебя есть красивые, хорошие способности в креативных индустриях, а их сейчас очень поддерживает, и развитие государства их очень поддерживает, то я считаю, что это такая, знаете, новая волна, новая эра развития образования в России, которая, наконец-то, начала поддерживать и замечать именно креативную индустрию и дает возможность развиваться творческому потенциалу. Сегодня вы проводили пресс-конференцию вместе с нашим министром по делам молодежи, и вот он отметил, что фестиваль будет один из самых безопасных из тех, что проводит во время пандемии. То есть там будут какие-то специальные разработки инновационные? Мы представим эту технологию уже на самом мероприятии. Долго ломали голову с командой правительства, потому что, с одной стороны, вы не представляете, какая поддержка и насколько все хотят, чтобы мероприятие состоялось. Но официально никто не снимает до конца ограничений из-за ковида, прививки у нас еще там все только в разгаре. И принять окончательное решение просто с масками и перчатками на 2000 человек стадиона, это уже очень непросто. И мы нашли технологию, который сейчас активно развивается, искусственный интеллект, который способен распознать, даже отличить грипп от ковида. Точность определения 95%. Такой точности сегодня не дает ни один тест, который проводят там, в медицинских учреждениях. Поэтому и эта организация сейчас работает, в том числе с Роспотребнадзором, эта технология уже известна, но им не хватало площадки массового мероприятия, чтобы наконец-то до конца запустить свои мощности, и поэтому тоже спасибо им большое за готовность поддержать мероприятие. Они предоставят нам эту технологию для проведения фестиваля, поэтому он пройдет на самом высоком, безопасном уровне. Все маневры отрабатываются очень четко. Безусловно, перчатки, санитайзеры, все меры предосторожности будут. Но даже если вы немножко простыли, эта технология отличит ковид это или нет. Так что, если сейчас нас всех встречают с вами с термометром, потому что, если это такой симптом, то здесь у нас будет наиболее точная технология, которая позволит выявить наличие или отсутствие заболевания на входе на стадион, и это будет достаточно быстро. То есть эту технологию потом можно будет где-то опробовать? Она уже будет обкатана на фестивале, и я думаю, что после нее ее можно будет просто успешно после фестиваля ее использовать на других событиях, и это позволит проводить эти массовые события, потому что вы просто не можете 2000 ребят пропустить через лабораторию с тестами на определение ковида медицинскими, да, и это как раз и препятствует проведению крупных событий сегодня. Мы же с вами даже знаем, когда у вас есть билет, все равно толпа собирается у входа, да, пока штрих-код считается. А что уж говорить, если поставить на пути лабораторию, то народ туда полдня будет заходить. И это препятствует проведению крупных событий. Ну что ж, давайте, у нас время эфира подходит к концу. Надо пожелать всем зрителям срочно, регистрироваться на сайте фестиваля. Коллеги,
прошу, регистрируйтесь. 20 у вас оффлайн регистрации в день есть. Испытайте свою удачу. Также регистрируемся на онлайн-формат на сайте musustar.ru. Смотрите, тегайте, пожалуйста, нашу страницу в Инстаграме и присылайте ваши предложения и идеи в директ на этой странице. Мы вас ждем. Это была программа «Якутия Лайв» в прямом эфире. Я Ирина Ефимова. Нашей гостьей была старший вице-президент корпорации «Синергия», организатор фестиваля «Мусустар» в Якутии Ольга Грещенко. Участвуйте в мероприятиях фестиваля. Оставайтесь на нашем телеканале.